Доброе утро. Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы» в Уфе, в студии Дарья Кучеренко. Руслан Валиев. И Никита Полянин, да, за звукорежиссерским пультом. Так мы торопимся представить нашего любимого звукорежиссера. Номер для СМС-сообщений +7 927 304 1051. Тут нам даже, Руслан, с вами благодарности с утра уже писали за справедливое освещение событий 16 сентября. Ну, мы старались с разных точек зрения подойти, да, как обычно. Трансляция в Фейсбуке и на Ютубе запущена, там нас тоже можно смотреть, не только слушать. О чем мы сегодня поговорим? У нас много тем. Ну, во-первых, у нас пресса печатная, целых 2 газеты у нас сегодня. Мы послушаем фрагмент из программы «Персонально ваш». У нас в гостях был политолог Владимир Савичев. Мы поговорим про строительство мечети Ар-Рахим, поговорим про трамваи и готовность Чехии финансировать нашу трамвайную систему. И еще поговорим про оперативку в мэрии, на которой Елалов обещал не обижать учителей, не дать в обиду, точнее, учителей родных и государственных языков. Ну и если какие-то темы еще успеем, то тоже по ним поголосуем. Давайте начнем с обзора прессы. Пресса с доставкой на дом. Руслан, у вас газета «Бонус», и я вижу там какой-то большой материал уже на первой полосе. Бонус традиционно много серьезных материалов публикует, и вот в свежем номере от сегодняшнего дня у нас материал, который касается очередных кадровых перестановок, скажем так, в руководстве нашей республики, ну, в данном случае в хозяйствующих субъектах республики. Речь о том, что полпред Башкирии, который ранее работал в Москве и занимал должность вице-премьера, переквалифицировался в дорожника. Да? То есть у нас речь идет о том, что в предприятии «Башкир-Автодор» идут перемены. Так вот, Рамиль Рахматов, автор материала, пишет, что сегодня 2 внешне не связанных друг с другом события, которые буквально на днях получат окончательное оформление, происходят. Речь идет о нашей многострадальной дорожной отрасли, а точнее об увеличении дорожного фонда республики. И о том, что Артур Шайнуров будет назначен руководителем этой структуры. 2 основных момента хотелось бы выделить в этом материале. Первое — это то, что, скажем так, в поле зрения появился очередной тендер на покупку мини, но все-таки завода, который рассчитан на производство асфальтобетонных смесей, при том, что анализ отрасли показывает, что на сегодняшний день республика обладает мощностями, которые способны перерабатывать, скажем так, асфальтобетонные смеси более чем 8 миллионов тонн. При этом загруженность при даже сегодняшних объемах производства не превышает 14%, то есть около 1 200 000 тонн производится этой самой смеси. И при этом предприятие закупает дополнительный завод, который, в общем-то, ну, вот по этим цифрам, да, если сделать выводы, является ненужным. И издание задается вопросом, а настолько ли актуальным является данное мероприятие. Так. Вот. И второй момент, все-таки здесь мнение такое, что старый руководитель ведомства, предприятия «Башкир-Автодор» был земляком Рустема Хамитова, и новый руководитель тоже является таковым. Вот. Причинно-следственную связь журналисты пытаются установить. Как бы здесь, конечно, вопрос, наверное, такой неоднозначный, но биографическая справка указывает, что и Артур Шайнуров, простите, да, который у нас вернулся из Москвы или планирует вернуться в Уфу, тоже является земляком нашего главы республики. Получается, по логике бонуса, если я правильно понимаю, если тебе вдруг довелось родиться в том же районе, что и главе республики, все, ты вообще карьеру делать не должен, чтобы тебя вдруг не обвинили в том, что тебя поставили только потому, что ты земляк Хамитова. К сожалению, есть такая тенденция в нашем обществе, не только в нашей республике, наверное, эти вещи люди стараются отслеживать, хотя вот я тоже являюсь уроженцем Балтачевского района, так, и в этом смысле... Руслан, ждите повышения. Ну что ж, скоро дай бог. Пригласят на госслужбу. Да и сразу на хорошее место, видимо. Видимо, так. Непонятно, почему до сих пор не пригласили. Ну вот теперь объявили, теперь все знают. В общем, ждите. Что дальше пишет бонус? Так, тоже про Балтачевский район? Да, ну этот материал, в общем-то, вот основная идея была именно в этом. Честно говоря, у меня вот такие вещи всегда, когда пытаются привязаться к
происхождению человека, к тому, из какого он района, какой он национальности. У меня вот это все как-то вот в единую цепочку выстраивается, это такая некая сегрегация людей. Да какая разница, ну, из какого, собственно говоря, он района. Не, я понимаю, что когда очень много людей оказываются выходцами из одного района, да, невольно возникает желание связать все это воедино и сказать, что, наверное, они работают сообща, ведь они в районе в одном жили, там, знают друг друга и так далее, но зачастую это может быть, мне кажется, просто выдавание желаемого за действительное. Да, и я скажу, что в наших реалиях, наверное, иначе и невозможно взять хотя бы историю с начала нулевых, как в Москве все происходило, да, мы помним пришествие питерских, так скажем, в Кремль и все, что вокруг, и это было связано в том числе, наверняка, со знакомством личным, да, с нашим президентом. Нет, но одно дело, когда тебе показывают, что это одногруппники Путина и одноклассники Путина, дальние родственники Путина, это одно, но когда тебе просто указывают на то, что этот человек родился в том же районе, что и родился глава республики, мне кажется, это нечто иное. Этого недостаточно, да, чтобы утверждать, что они являются... Что есть какая-то, возможно, коррупционная составляющая в этом, да. А еще в бонусе что-то отметите? Ну, в общем, здесь также про языки материал довольно-таки подробный, имея в виду митинг, который случился 16 сентября. Также здесь о деле Александра Филиппова материал, мы его уже обозрели, ну, точнее, эту историю. Ну и другие новости, они, в общем-то, тоже... Их также, кстати говоря, можно найти и на сайте про Уфу. Как-то вы с бонусом сегодня жестко. Только одну статью решили обозреть. Ну, она ключевая, на мой взгляд, как бы, хотя материала здесь достаточно. А я вот в Башкортостан почитаю много чего. Во-первых, на первой полосе митинг дольщиков Миловского парка, стройка встанет, жилье в республике может подорожать. Около 400 обманутых дольщиков жилого комплекса Миловский парк пришли на митинг, состоявшийся 7 сентября в Уфе. Это была вторая попытка неудавшихся жильцов привлечь внимание к своей проблеме. Между тем, сейчас готовятся изменения в федеральный закон, которые должны защитить покупателей квартир от действий горе-застройщиков. Однако, по мнению экспертов, принятые меры неминуемо приведут к росту цен на жилье. Мошенники жируют, куда дети бомжуют. Вот такой был, например, транспарант на этом митинге, пишет АИФ. Куда смотрит власть? Жилье для российской семьи. Понятно, что по аналогии с жильем, да. Хватит пустых обещаний. Миловский парк, афера по госпроектам и так далее. Из 14 кварталов на сегодня сданы только 2. По программе «Жилье для российской семьи» в этом районе возводится 2 квартала, но стройка стоит больше года. Общее число пострадавших – 1500 человек. А я напомню, что на этот митинг, по данным тех, кто там был, вышло не меньше 1000 человек, по данным журналистов, которые там присутствовали. На митинге дольщики требовали включить объект в дорожную карту, чтобы оказаться на контроле у государства, привлечь к ответственности лиц, похитивших средства дольщиков. По итогам митинга были направлены обращения к президенту Владимиру Путину, в прокуратуру, агентству ипотечного жилищного кредитования и главе региона Рустему Хамитову. 15 сентября председатель комитета собрания РБ Елена Родина и депутат Рустем Мусабиров участвовали в рабочем совещании по решению проблем дольщиков Миловского парка вместе с главой Уфимского района. Инвестор представил подробную информацию о положении дел застройка объектов в настоящий момент, о принятых действиях по достройке, о чем говорилось на этом собрании, например, о том, что поскольку четких расчетов в части экономики проекта пока нет, то дороги, школы и иные социальные объекты будут утяжелять проект. И предлагают сначала достроить дома, а потом уже, в общем, постепенно строить то, что было обещано тем, кто покупал квартиры в этом это районе. Меньше из зол, конечно, надо выбирать. Да, что еще? Еще я хотела бы напомнить, это уже от себя, о том, что в субботу, 16 сентября, прошел съезд дольщиков, на котором они приняли решение создать республиканскую организацию, в которую бы вошли представители всех проблемных объектов, которые есть сейчас в Республике Башкортостан, и Миловский парк в том числе. И уже хотят с помощью этой организации добиваться привлечения внимания к проблеме и решения. А совсем недавно я читала, кажется, на
РБК о том, что нашли действительно инвестора для вот Миловского парка, для Новобулгакова нашли инвестора, и, скорее всего, если все получится, они будут вот эти объекты достраивать. Но еще сколько остается, конечно. Ну вот если эту тему взять, то сейчас идет речь о том, что инвесторов нужно привлекать не субсидиями, не бюджетными деньгами, да, а выделением новых участков под застройку. Таким образом, в общем-то, ну, вроде как напрямую из кармана налогоплательщиков деньги не изымать. Но, на мой взгляд, более-менее такой подход рациональный. А что еще на первой полосе АИФ? Экскурсии или перевозки, для чего на некоторых маршрутках Уфы, которые возят пассажиров, установлена табличка «экскурсионный». Снова возвращает нас газета АИФ к этой теме. Про экскурсионные автобусы, про экскурсионные, вот с такими галочками показываю я пальцами на трансляции сейчас. Провоз пассажиров по маршрутам под видом экскурсионных поездок – это попытка уйти от ответственности, предусмотренной законодательством. То есть эти лица не получили в установленном порядке карт маршрута, без которых не имеют права организовывать перевозки регулярного характера, поясняет в Рио заместитель начальника Западноуральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Александр Косолапов. При этом взимание денег с пассажиров является платой за проезд, а не оплатой по договору экскурсионного обслуживания. Наше управление проводит постоянные рейды, где по всем выявленным подобным нарушениям принимаются меры административного характера. Я что хочу сказать? Я недавно ехала на таком автобусе, и я когда увидела табличку «экскурсионную», у меня даже было такое сомнение, как бы, то есть надо понять, есть табличка или нет. «экскурсионная» и есть табличка с указанием маршрута, да? Они обе присутствуют? Конечно, там было указание маршрута, естественно, все как надо, но еще была табличка, что это якобы экскурсионный автобус. Понятно, что это был обычный маршрутный автобус, который ехал по центру города. И, в общем, я когда села, я еще подумала, а что делать в этих случаях? По идее, наверное, вот сейчас я понимаю, что надо было куда-то сообщить о том, что есть вот такой автобус с табличкой экскурсионный, номер его сказать. С другой стороны, неужели наша госавтоинспекция этого не видит, если он просто спокойно ездит по городу? Ну, было бы желание увидеть, нет проблем, я думаю. Тем более камеры у нас, да, везде стоят. В общем, интересный такой момент вот здесь. В сфере общественного транспорта у нас много чего интересного, и сегодня мы отчасти к этой теме вернемся еще, к теме о трамваях. Да, это точно. Еще на второй полосе свободная камера. Колонии пустеют, преступники у нас перевелись, задается вопросом АИФ. Сажать стали меньше, представляете, Руслан? Есть такая статистика. Но жители не чувствуют себя в безопасности. Родители встречают детей из школы, по вечерам улицы пустеют, несмотря на воссозданные добровольные дружины. Слушайте, да улицы пустеют, потому что у нас фонари не работают в центре города. Я вчера шла по Мустая Карима, где тут ремонтируют улицу, и мне кажется, что по логике, вот там, где ремонтируют теплотрассу, должно быть все супер освещено. Ну, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не упал в эту вырытую яму. Там же везде арматура, там везде трубы, везде все перегорожено. Улица, ведущая к гостиному двору. То есть, соответственно, ты, если гуляешь по центру города, ты в любом случае по ней пойдешь, потому что тебе удобно по этой улице идти. Конечно. И там жилые дома. Люди в любом случае будут заходить в свои подъезды, и даже если ты выберешь другой маршрут, если ты гуляешь, если ты живешь, ты пойдешь по этой улице. Там очень темно. Вообще не работает ни одного фонаря, и добираешься просто реально, ну вот на ощупь. Или фонарик на телефоне включаешь. У меня такое ощущение, что мы, в общем, переносимся на планету, где действие книги «Трудно быть богом», где происходит, вот серьезно. А я скажу не Уфа еще... в 2017 году. Еще одна крамольная вещь есть. Она, конечно, может быть больше федеральная, но улицы темнеют еще, точнее, пустеют рано, в том числе потому, что темнеет рано. А все почему? Потому что мы не переходим на летнее время. Я давно об этом говорю. А еще потому, что у города денег нет заплатить за электричество. Вот фонари отключили. Но все-таки, например, если бы мы были на летнем времени, у нас бы темнело на час позже. И мы бы от этой проблемы хотя бы, ну, благодаря природным факторам могли бы уйти на время. Да, это правда, но это то, что мы здесь в условиях одного региона вряд ли можем решить. Да, а вот проблему освещения мы в условиях одного города решить можем, я считаю. Но все-таки вот про свободную камеру нужно дочитать эту статью. За прошлый год в республике зарегистрировано 65 тысяч преступлений, а осуждено к реальному лишению свободы только 3900 человек.
Башкирия за первое полугодие этого года в лидерах ПФО по количеству преступлений. Это вполне объяснимо. Наша республика первая в округе по численности населения, пишет АИФ. И все же уровень преступности у нас чуть выше среднего по стране. 10 лет назад в колониях Башкирии сидело около 20 тысяч человек. Примерно столько же имели условный срок. Сейчас за решеткой меньше 13,5 тысяч. На учетах уголовно-исполнительной инспекции состоит 16 тысяч. А осужденных по наказаниям, не связанным с лишением свободы. 3 года назад из-за снижения численности сидельцев, так называет их АИФ, Республиканскую службу исполнения наказаний даже понизили в статусе. А в аббревиатуре ГУФСИН убрали букву «Г», и таким образом управление превратилось просто, в общем, в управление без буквы «Г», без обозначения «главное управление». Это вторая полоса газеты АИФ. Ну, кстати, здесь вот еще пишут про управу на вандалов. Сколько будет продолжаться разгул вандализма в Уфе, задает вопрос читатель. По словам начальника Центра общественной безопасности при администрации Уфы Александра Овчинникова, по системе «Безопасный город» в столице Башкирии работают 324 камеры, главным образом в местах массового скопления людей. Еще более 5000 камер установлено в жилом секторе за счет средств жильцов управляющих компаний. Как заверил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Владимир Чернов, в скором будущем в парках, скверах, на площадях и других оживленных местах Уфы появится 80 терминалов связи гражданин-полиция, интегрированных в систему «Безопасный город». Вызвать полицию можно будет посредством выхода на аудио или видеосвязь по принципу домофона. В общем, я читала про эти системы, ты там кнопку просто нажимаешь, и тебя или аудио, или даже видеосвязь выводит на отделение, и ты просто рассказываешь, что произошло, и выезжает наряд полиции. Вроде у каждого есть мобильный телефон, экстренный вызов, нет проблем. Говорят, таксофоны, в конце концов, остались. Говорят, что, таксофоном, что, да, в принципе, там же можно на таксофоне Конечно. просто вызвать экстренную службу. В общем-то, не знаю. Наверное, такие вещи... Осваиваем бюджет. Позволяют. Чего вы так сразу, Руслан? Наверное, такие вещи позволяют быстрее как-то вызвать полицию. Вот того объяснения, которое есть, мне недостаточно, да, все-таки остаюсь при том, что вот это, наверное, смысла не имеет, по крайней мере, 100 тысяч рублей стоимость одного аппарата. Вот. Места установки определены, но точные сроки реализации программ пока неизвестны. Кстати, а что делать туристам и иностранцам, которые, например, приезжают в город и не знают, как вызвать здесь полицию, допустим, или у них что-то со связью случилось, или мало ли что, а тут стоит терминал, очень удобно. А туристы, они зачастую более подкованы даже, чем граждане, потому что у них есть памятки и так далее. У них точно написано, какой номер экстренной службы, а мобильники у них в кармане в любом случае есть. На всякий случай. На всякий случай. Я вот, кстати, тоже обнаружил интересный материал, который ранее не заметил, в бонусе, да, он касается так или иначе каждого жителя республики. Материал о том, что настоящая сенсация произошла 14 сентября в Кировском районном суде, где было отменено постановление Государственного собрания Курултая о несоответствии закону инициативы граждан по проведению референдума по вопросу выборности глав администрации городов и районов. То есть этот вопрос Курултай должен будет рассмотреть повторно. А вопрос касается возможности проведения референдума. А референдум, соответственно, должен спросить у наших граждан, хотят ли они выбирать глав районов и глав городов, чего у нас в Башкирии практически никогда и не было. У АИФ столько всего интересного, что я не могу остановиться и буду читать дальше. На 7-й полосе спецвыпуск. Каково это быть коневодом и кумысоделом? Наш корреспондент испытал на себе в частном хозяйстве в селе Тюменяк Туймазинского района, в общем, все прелести вот этого вида деятельности. Тут интересный материал, но он написан в жанре, так сказать, наблюдения, рассказа, поэтому я какие-то отрывки читать не буду, но рекомендую вам, тут даже есть такая фотография, вот, посмотрите, Руслан, у пастуха скотника рабочий день начинается в 8 утра. Я думала, кстати, раньше у них начинается. В 8 утра, это, по-моему, еще так нормально вполне себе. Это 7-я полоса. На 9-й полосе кто минирует наши города? Телефонный терроризм, кибервойска Украины или ИГИЛ, запрещенная в России
террористическая организация, напоминаю. Или подрастающее поколение, которое хорошо разбирается в интернете. Вообще каждый день сообщают что-то новое, да, то взяло на себя ответственность там исламское государство, то это звонки поступали из Украины, то из Брюсселя, я вчера слышала. Читала материал, что это подростки, которые эту волну решили подхватить. Наверное, придут в итоге к выводу, что здесь все вместе сразу сработало. Хотелось бы верить, что все-таки наши специальные органы все-таки в курсе, да, или, по крайней мере, будут в курсе этого. Иначе кажется, что это, просто беда какая-то, потому что, беспомощность ощущается пока. Напомню, что в экстренные службы крупных российских городов с 10 сентября ежедневно поступают сигналы о закладке взрывных устройств, минируют в кавычках школы, магазины, вокзалы, аэропорты. В Уфе это были торговые центры, в Стерлитамаке тоже торговые центры, да. Это 9-я полоса, если хотите разобраться в ситуации, что сейчас происходит, то вот АИФ вам дает такую возможность. Можно подумать, мало у нас проблем в экономике, да, и стресса у людей. То есть это сколько вот проблем вызывают эти вещи. Все-таки я считаю, что надо как можно скорее ситуацию прояснить и, в общем-то, открыто людям заявить, что это было, и дабы все-таки мы успокоились. Да, успокоить людей, а не молчать, в общем, не порождать, так сказать, домыслы разные, что это специально от нас службы скрывают, учения это проходит, или что это, в общем, такое. Я пропустила 4-ю полосу, а между прочим, здесь интересные есть рубрики, например, «Парк Матросова» или «Парк Ленина». Вот какая рубрика. Недавно с удивлением обнаружила, что всем известный в Уфе парк имени Матросова, где и памятник ему стоит, оказывается, называется парком имени Ленина. Не понимаю, почему бы официально не переименовать так, как привыкли его называть горожане. Г. Абдуллина написано, что задала этот вопрос. Вообще я видела эту Гульнара Абдуллина, которая стилист, насколько я знаю. У нее на странице, уж не знаю, в общем, это АИФ спрашивал у нее разрешение немножечко переделать ее слова и так написать, или, в общем, сами так решили сделать. Дает разъяснение сотрудник пресс-службы мэрии Уфы Лия Нагимова. Она говорит, что инициативная группа горожан, общественники могут обратиться с ходатайством о переименовании тех или иных общественных пространств, улиц в администрацию города. Подобное обращение рассматривается экспертным советом и проходит несколько этапов рассмотрения как на муниципальном, так и на региональном уровне. При одобрении на всех уровнях вопрос передается депутатам городского совета для принятия соответствующего решения. Есть несколько нюансов, которые необходимо знать тем, кто захочет выступить с инициативой переименования того или иного объекта. Они указаны в статье закона 4 об увековечивании памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Башкортостан, а также исторических событий. Увековечение лиц не может осуществляться при их жизни. Это первое. Второе. Переименование объекта, которому уже присвоено имя лица, имеющего выдающиеся достижения и особые заслуги перед республикой, не допускается за исключением случаев, когда необходимо восстановить историческое наименование объекта. И не допускается присвоение двум или более однородным объектам в пределах одного населенного пункта имени одного и того же лица, имеющего выдающиеся достижения и особые заслуги перед республикой. В Уфе уже имеются площадь имени Ленина, сквер имени Ленина, улица Ленина. Может, действительно, парку, в котором в 1951 году установили памятник Александру Матросову, присвоить его имя, задается вопросом. Наверное, это было в народе, все-таки его больше как именно Матросова знают, действительно. И вот я, если честно, до последнего момента путался в показаниях собственных, а как на самом деле это место называется. Да, и АИФ приводит справку, что парк имени Матросова, как привыкли называть горожане, на самом деле парк имени Ленина, несколько раз менял название с момента своего основания. Где-то до середины XIX века он вообще был пастбищем. В 1867 году в Уфу из Самары прибыл новый губернатор. По его решению это пространство преобразили в парк, дав название Ушаковский. После 1917 года он стал парком Свободы, в 1943-м парком имени Матросова, а уже в 1981 году парком имени Ленина, но по старинке его все называют парком имени Матросова. Самое удачное название дали в 1917 году, я считаю. Есть смысл к нему вернуться. Мы сейчас уйдем на московские, а затем уфимские новости, после чего наш эфир продолжится.
7:30 в Москве. В студии Александр Климов. Новости. Несколько российских дипломатов и их семей лишились жилья после мощного землетрясения в Мексике. Как передает РИА, сразу после начала подземных толчков была проведена эвакуация сотрудников российского посольства. Ни дипломаты, ни члены их семей не пострадали. Несколько семей, проживавших в Мехико на съемных квартирах, были вынуждены съехать, так как здания пострадали. Официально сообщалось, что в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике погибли по меньшей мере 149 человек. В ближайшее время ЦБ, возможно, ведет временную администрацию еще в одном российском банке. Как пишут ведомости, на этот раз им станет Бинбанк. По сведениям издания, банк, основателем и совладельцем которого является Михаил Гуцериев, также может быть передан в фонд консолидации банковского сектора. В США запущен проект «Комитет по расследованиям России». Как сообщает CNN, его целью является широкое распространение информации о причастности России к выборам в США в 2016 году и ее угрозе для американских государственных институтов. В промо-ролике проекта снялся актер Морган Фриман. Он говорит, что Путин выбрал заклятого врага, которыми стали США, и обвиняет президента России в использовании кибероружия для борьбы с демократами в Штатах. Правозащитная организация «Русь Сидящая» запустила сайт о жизни в местах лишения свободы. Сайт «Тюремный консультант» разбит на 6 разделов: «Жизнь в колонии», «Защита», «СИЗО», «Тюремная медицина», «Тюремный быт» и «Этап». В каждую из них добавляются истории из личного опыта арестантов. Глава Роскомнадзора призвал интернет-пользователей перестать материться. По словам Александра Жарова, в интернете должно вырабатываться негативное отношение к нецензурной лексике. Если ты находишься в публичной плоскости, ты должен вести себя прилично. И приличное поведение предполагает не использование обсцентной лексики. Мы у себя в Роскомнадзоре порицаем наших сотрудников, если мы используем нецензурную лексику. У нас есть специальная касса, в которую мы, соответственно, вносим обговоренный между нами штраф по рублю за каждое нецензурное слово. Я вас уверяю, что вот за последние 4 года, сколько мы эту меру решили использовать, количество мата в нашем сообществе уменьшилось. Денег накопилось не так много, но мы намерены их пустить на благотворительные цели. Я уверен, что и в интернете, если в принципах саморегулирования интернет-сообщество решит, что нужно перестать ругаться матом, то произойдет аналогичное дело. В любом случае, в приличном обществе, я считаю, матом не ругают. Жаров пояснил, что действующие штрафы за мат распространяются только на СМИ и не могут влиять на видеоблоги и сервисы с миллионной аудиторией. В Москве сейчас 8 градусов, днем 16-18, сегодня без осадков. Александр Климов, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1... Реклама. Говорят, человек должен посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Разумеется, не обойтись без поддержки, знаний и, конечно, финансов. Все просто. Чтоб легко финансировать, нужно верно инвестировать. Финам. Инвестируй грамотно. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа, ООО «Финам Уфа». Цюрюхы 75. Телефон 216 11 22. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Доброе утро. На Эхе Уфе новости, в студии Милюша Латыпова. Комитет Госсобрания Республики по жилищной политике и архитектуре подготовил законопроект о защите прав дольщиков. Об этом сообщает «Коммерсант». Согласно документу, предлагается добавить в закон норму о том, что обманутые дольщики, войдя в специальный реестр, смогут получить квартиры в домах, которые построены в рамках масштабного инвестиционного проекта. По данным издания, для таких проектов застройщикам позволят взять в аренду у государства участки бесплатно и без торгов. «Коммерсант» отмечает, что такой порядок будет распространяться на застройщиков, которые начнут строительство домов площадью не менее 10 тысяч квадратных метров и передадут обманутым дольщикам не менее 10% площади. Совет министров Крыма безвозмездно передал в собственность Башкирии имущество клинического кардиологического санатория для детей юбилейной в Евпатории, передают РИА Новости. По данным агентства, республики отошли спальные корпуса и хозяйственные сооружения, участок площадью более 10 гектаров и движимое имущество.
Ранее глава Башкирии Рустам Хамитов заявил, что власти республики планируют завершить модернизацию санатория уже к следующему сезону. Учреждение специализируется на реабилитации и лечении заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем верхних дыхательных путей. Чехия может профинансировать модернизацию уфимской трамвайной системы. Управление электротранспорта столицы и Пражская транспортная компания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. Как пишет РБК, по данным руководства управления, чешская сторона готова кредитовать покупку новых и ремонт старых вагонов, а также строительство новых путей и ремонт уже существующих. Все это на неограниченную сумму и на срок до 7 лет, при условии, что не менее половины всех поставок будет произведено из Чехии. По данным РБК, на первом этапе городу необходимо 3 миллиарда рублей. На эти деньги можно будет снова соединить северную часть города с южной и заменить устаревшие вагоны. Общая стоимость работ по развитию трамвайной сети города, рассчитанной на 10 лет, оценивается в 22 миллиарда рублей. Сегодня в Уфе в связи с проведением ремонтных работ перекрыто движение транспорта на улице Бессонова на участке от улицы Окружной до проспекта Октября. По данным столичной мэрии, дорога будет перекрыта на 1 неделю. И о погоде. Сейчас в столице плюс 15, ясно. По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем плюс 19, вечером плюс 15. Милюша Латыпова, служба информации, Эхо Москвы в Уфе. С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте! Мы продолжаем «Уфимский разворот» на Эхе Москвы в Уфе. В студии Руслан Валиев, Дарья Кучеренко, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Как обычно, прямая трансляция в Фейсбуке и на Ютубе. И, как обычно, можно присоединяться к нашему эфиру посредством СМС-сообщений +7 927 304 10 51. Не знаю, смотрит ли кто-то из наших радиослушателей трансляцию из мэрии, которая проходит обычно по вторникам. Вчера Ирик Елалов, выступая на очередном оперативном совещании в мэрии, сказал фразу об учителях родных и государственных языков. Давайте мы ее послушаем, а потом скажем, что там еще было на оперативном совещании. У нас 456, по-моему, учителей родных и государственных языков. Я вот на широкую аудиторию говорю, мы их, так сказать, в обиду не дадим. Все они будут работать, все они будут защищены управлением образования города, мэрией города Уфы. В этом плане, значит, позиция моя очень жесткая. Вот интересно, мэр Ирик Елалов, когда говорит, что мы не дадим в обиду учителей башкирского языка, кого он подразумевает в качестве обидчика? Кого? Региональные власти, которые исполняют федеральное законодательство, прокуратуру, которая проверки в школах начала, а людей, которые, по жалобам которых были инициированы эти проверки, президента, который высказался о том, что нельзя заставлять никого учить насильно неродной ему язык. В общем, по-видимому, сразу против всех выступает Ирик Елалов, просто такой джедай, который решил спасти учителей родных государственных языков. Можно обобщить и сказать, что он против обстоятельств, а обстоятельства — это набор факторов, а, соответственно, он должен... Кто-то эти обстоятельства создает, обстоятельства сами по себе не могут возникнуть. Да, если объективно смотреть, то он не волен все решать, да, в этой ситуации он выполняет функцию сити-менеджера, я бы сказал, да, и его задача социальную напряженность снимать, и если он озвучил, по крайней мере, намерение решить этот вопрос, то будем ждать, а будут ли предприняты конкретные действия. А действия, я думаю, здесь очевидны, то есть людей нужно перепрофилировать, да, перенаправить, что ли, занять другими задачами. Кстати, в этом смысле сельским учителям намного проще, поскольку там и так преподаватели, как правило, являются специалистами очень широкого профиля. Это да? правда. Они там ведут кучу предметов, и если с них снимут какой-то один, который для них, как правило, был непрофильный, я это знаю, да, то они, может быть, даже и вздохнут легче. Но в Уфе, конечно, ситуация другая, и в городах. А вы смотрели, Руслан, это оперативное совещание? Я так понимаю, что Елалов говорил там много чего такого, что средства массовой информации растащили на цитаты. Вот эти цитаты растащенные я встречал очень часто, да.
Он говорил там еще об эвакуации из торговых центров, и говорил он, кстати, в общем, просто рассказывал, как это все происходило, что в течение недели звонки поступали в общей сложности на 20 объектов, 12 сообщений касалось объектов торговли и развлекательных заведений. К счастью, нигде не подтвердилось, что это реально террористическая угроза какая-то. Елалов говорил про митинг, про прошедший 16 сентября митинг, и у него как бы это было одной темой, и, в общем, учителя башкирского языка, и вот этот митинг. И, насколько я понимаю, Руслан, вас зацепило то, что Елалов говорил вообще об Уфе, о городе, о ее состоянии. Да, приводилась статистика, что Уфа у нас входит в десятку, скажем, в общем, лучших городов России, да, крупных имеется в виду, по многим показателям лидирует. Уфа отличается там ухоженностью. Сейчас, к сожалению, процитировать точно не могу, но идея такая, что мы, в общем-то, нам грех жаловаться, у нас, в общем, все неплохо, и поэтому давайте как бы иметь это в виду и как бы радоваться жизни, что ли, да? Вот, поэтому как бы здесь вопрос, конечно, дискуссионный. Каждый из нас, наверное, может найти в нашем городе очень хорошие, скажем, черты, да, все признают, что летом наш город красив, он зеленый и, в общем-то, аккуратный, да. При этом есть проблемы с благоустройством, с общественным транспортом, вот, и какие-то другие социальные проблемы, нехватка там детских садов и прочее. Вот мы как раз по этому поводу хотели запустить голосование, чтобы вот индекс вашего, так сказать, самочувствия в Уфе понять. Вот вы ощущаете причастность свою к жизни в таком замечательном городе? Да, замечаете. В общем, Уфа прекрасный город, и вы чувствуете, что вам здесь комфортно живется. 262 72 47. Или вы думаете, что, в общем, эта статистика, которую нам приводят про то, что город по каким-то ключевым критериям входит там в 20-ку лучших городов-миллионников, это, в общем, не соответствующая действительности статистика. 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Чувствуете ли вы, что вы живете в прекрасном городе Уфа, который вошел, между прочим, в топ городов-миллионников по ключевым показателям развития? 262, 72, 47. Да, чувствуете, конечно. 262, 72, 48. Да нет, слушайте, в общем-то, статистика может показывать что угодно, но по вашим ощущениям вы далеко живете не в одном из лучших городов-миллионников в России. Но вот у меня тут, к сожалению, подвис компьютер, а я как раз открыла эту статью, где перечислялись ключевые показатели, по которым этот рейтинг и составлялся. Ну вот, как обычно, на самом интересном месте у меня тут все подвисло. Я даже голосование посмотреть не могу сейчас. Я бы в этой части напомнил просто, что у нас происходило, да, конечно, вопрос субъективный, но я помню 2010 год, когда у нас смена власти республики произошла, и вдруг резко статистика поменялась. Скажем, в первом полугодии 2010 года нам докладывали, что мы вот там и по средней зарплате, и по безработице, и, значит, там по каким-то другим социальным показателям были, если не на первых местах, то в десятке точно регионов всех, да. И вдруг, значит, власть меняется, и нам сообщают, что вот эти цифры, они все-таки были где-то за уши притянуты, а где-то были вообще неправильно интерпретированы, и, в общем-то, все не так. Мы, оказывается, на 47-м месте, вот у меня эта цифра осталась в голове, вот, и вот как бы будем теперь работать для того, чтобы этого не было, и отныне статистику мы перевирать не будем, а будем объективные вещи вам рассказывать. Вот у меня открылась эта статья, конечно, не топ-20, а топ-15 городов, потому что 15 городов с численностью населения свыше 1 миллиона человек в Российской Федерации. Уфа входит в пятерку городов-миллионников в Приволжском федеральном округе, включая Нижний Новгород, Самару, Казань и Пермь. Об этом на очередном оперативном совещании рассказал заместитель главы администрации. По численности населения Уфа занимает 8-е место среди 13 городов-миллионников, исключая Москву и Санкт-Петербург. По общему коэффициенту рождаемости Уфа занимает 2-е место. 2-е место по общему коэффициенту рождаемости.
начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям за 2016 год составила 39 011 рублей. По сравнению с предыдущим годом она выросла номинально на 9%. По показателю номинальной среднемесячной заработной платы, вот как раз то, о чем я говорила, Уфа на 5-м месте среди 13 городов-миллионников. И так, что еще? Численность пенсионеров здесь, объем отгруженной продукции крупным и средним предприятиям и так далее, видите, и так далее. Статистика Куча ведь странная. критериев. Вот мы назвали, да, что мы по рождаемости заняли 2-е место, то есть очень хорошо. А совсем недавно была информация, что мы заняли там чуть ли не 1-е место по смертности новорожденных, да, то есть вот как бы 2 стороны одной и той же медали. Ну там не только про Уфу, там про Республику Башкортостан в целом было да, вообще. Да. Ну понятно, что Уфу из этого вряд ли можно исключать. Вот обычно, кстати, когда мы объявляем средний размер заработной платы, все говорят, что 39 тысяч? Вы серьезно? Где? Кто зарабатывает эти деньги? Покажите. Если честно, меня удивляет, учитывая, что в статистику не попадает очень большой пласт серой зарплаты, да, который имеет место на рынке. Радик нам пишет, для детей отсталая инфраструктура, убитые детские сады, поликлиники, ужас. Вот если вы, как Радик, недовольны жизнью в Уфе, но мы, конечно, не совсем так формулируем голосование. Мы его, на самом деле, формулируем следующим образом. По ощущениям больше. А вот вы ощущаете, что вы живете в городе, который входит в топ-5 вообще лучших городов-миллионников по разным критериям. 262, 72, 47. Да, вот, честно говоря, ощущаете. Вот поездили, может быть, по стране, посмотрели, как выглядят другие города-миллионники. И вот Уфа, в общем-то, вот в этом отношении очень даже приятный город. 262, 72, 47. Или нет, да о чем вы говорите? В общем, все это врет, это статистика. Вы вот совершенно с этим не согласны. Не чувствуете вы, в общем, что эта статистика соответствует действительности. 262, 72, 48. Но я могу сказать, что по моим ощущениям Уфа действительно приятный город. Но, конечно, в летний период, в летний. Вот зима уже близко, и как-то все такие в депрессию потихонечку погружаются. Я, например, была в Новосибирске, который мне казался по рассказам таким замечательным, большим, крутым городом. Да, он один из самых крупных и по площади, и по численности. Ну, очень убитый город, очень некрасивый, очень неухоженный. Уфа здесь, например, выигрывает. Еще раз объявлю номера. У нас сегодня активное голосование. Спасибо большое. И будем подводить итоги. Ощущаете ли вы, что живете, в общем, в одном из лучших городов-миллионников России? 262, 72, 47? Да, ощущаете. Нет, в общем-то, ничего подобного вы не чувствуете. 262, 72, 48. Ну, голоса еще падают. Вот я нажала на стоп. Сейчас уже все тут посчитается. И я тогда объявлю точные результаты. Ну вот Любовь нам пишет. Я очень люблю свой родной город, но общая ситуация ухудшается. Количество мусора на улицах увеличилось. Я надеюсь, она имеет в виду мусор. Это вот отходы какие-то. Да, я тоже. Вот следующие у нас результаты голосования. Округлю я до десятых. 6,5% наших радиослушателей признаются, что, в общем, живут в одном из лучших городов-миллионников России. Я рассчитывал процентов на 40, ну, честно, потому что я вот за первый вариант все-таки, да, я знаю, что есть трудности, как бы не без них, но я всякий раз с гордостью показываю наш город, когда приезжают гости и говорю, особенно зимой. В любое время. Я зимой всякий раз нахожу, опять же, объяснение, как наша мэрия. Всякий раз находите повод, чтобы сказать им, приезжайте лучше летом к нам. Это тоже, но и объяснение я нахожу, я объясняю, что снегопад был аномальный, и в этом смысле я выполняю работу за мэрию. А потом был аномальный ливень, да. А потом что-нибудь еще аномальное. 93, соответственно, с половиной процента проголосовавших говорят, что, в общем-то, нет, друзья, знаете, не чувствуем мы, что живем в одном из лучших городов-миллионников. Спасибо большое, очень активное голосование. Мы на это поменяем тему. Давайте мы сейчас послушаем фрагмент программы «Персонально ваш». У нас в гостях был политолог Владимир Савичев. Мы много говорили про протестную активность в Уфе, про прошедший 16 сентября митинг. И, в общем, был очень интересный эпизод, который мы даже расшифровали и на наш сайт выложили. Владимир Савичев высказал свою позицию по поводу тех людей, которые выходят на митинги. Предлагаю вам послушать.
про митинг хочу еще поговорить с вами. По разным данным вышло, наверное, средняя цифра – это 2000 человек, потому что организаторы говорят, что там 3500, кто-то говорит, что 1500. У нас в эфире по телефону был политолог Аббас Галямов, который сказал, что вот, по его мнению, Уфа уже постепенно привыкает к таким массовым протестным движениям, и протестовать против, например, власти становится уже такой привычкой. Ничего в этом удивительного нет. Вы какую-то тенденцию в этом видите в митингах в Уфе? Пока тенденции нет, потому что пока есть вот эти разовые ошибки, но если они будут с такой периодичностью случаться, то, конечно, тенденции появятся. Дело в том, что все равно это меньшинство. То есть 2000 – это еще не то движение, которое действительно можно назвать там захватившим общество и так далее. Тут проблема этой ситуации заключается в том, что на ровном месте дали вот этим крайностям аргументы для того, чтобы они начали раскачивать общество. 2000 вышли на площадь. А сколько людей узнали о том, что эти 2000 вышли на площадь? Сколько прочитали средства массовой информации? Сколько зашли в группу Башкорт и прочитали их посты? И те, кто категорически не хочет учить башкирский язык, и те, кто сейчас очень сильно обиделся на эту ситуацию, это меньшинство. И с той, и с другой стороны. Но сегодня им дали возможность раскачивать ситуацию. Ну, так часто бывает. Большинству, к сожалению, в нашей стране вообще фиолетово. На многие проблемы. На многое происходящее в стране все равно. Вот это большинство, оно в это время работает, оно не митингует. И когда у нас большинство работает, вот это как раз самое замечательное, что может быть. Потому что страну... То есть вы считаете, что люди, которые выходят на митинги, они не работают, они безработные у нас страну создают созидатели. Те, кто что-то строит, те, кто что-то делает, вот это люди, которые действительно заботятся о своей стране. А те, кто просто говорят об этом. Хорошо. То есть, если ты созидатель, если ты строитель прекрасного будущего в своей стране, ты свои права законным методом, выходя на улицу, отстаивать не можешь. Так получается. То ты с маргиналом сразу становишься, правильно? Я вот на этих выходных был в лютеранской кирхе. Это вот тоже, кстати, вопрос к вопросу о том, что... У них там праздник был большой, да? Этот год – это 500-летие реформации, соответственно, вот именно в лютеранской кирхе все это происходило. Вот там представители разных протестантских конфессий были, и мусульмане, и православные, и католики, и так далее. Но вот чем отличается именно вот эта община? Тем, что она тихо, без надрыва, без всяких там митингов, она делает свое дело. Там объединены люди, которые получают удовольствие от того, что они сделали дело. И они из такой помойки, вот в прямом смысле этого слова, сделали такой красивый уголок Уфы. Он красивый и в архитектурном плане, и в духовном, и в культурном, и там даже... может, до момента, пока их притеснять тут не начали, если наступят на их интересы... Вопрос насчет притеснения, не притеснения. У них там тоже были... Слушайте, а православные выходят на большие митинги в Москве, например, против фильма «Матильда». Они тоже все бездельники и маргиналы? Кто выходит против фильма «Матильда», я вот не вижу основания. А что выходить-то? Они считают, что оскорбляют Цветова. У нас много точек зрения, поэтому оскорбляют чем? Давайте просто тему, о которой мы сейчас можем углубиться в Матильду. Мне хочется все-таки понять по поводу митингов. У вас Матильду, кстати, еще никто не видел. Да, никто не видел, но все обсуждают. Это так. И в Уфе, кстати, не факт, что покажут. Все как-то пока боятся. Я, кстати, не обсуждаю, не пойду. Не пойдете? Нет. Не потому, что там что-то с Николаем. Мне сам сюжет не интересен. Мне Николай не интересен. И все, что с ним связано. И Матильда тоже. И Матильда тоже, да, соответственно. Вы сказали такую вещь, которую я хочу понять. То есть вы имеете в виду, что люди, которые выходят на митинги, это реально бездельники? Это люди, которые не умеют решать свои проблемы конструктивным путем. Политолог Владимир Савичев был гостем программы «Персонально ваш». Вчера в эфире нашей радиостанции. Я напомню, что, как обычно, можно смотреть полностью эфиры на нашем YouTube-канале, в группе «Эхо» в Фейсбуке. И расшифровку этого фрагмента мы выложили на наш сайт echo.mskaufa.ru. Но сейчас тема, которую мы обещали, и которую мы хотим поставить на голосование, это строительство мечети Ар-Рахим. Там, собственно говоря, ничего принципиально нового. Еще 13 сентября «Коммерсант» сообщал о том, что к Муслим-Сити подключили прокуратуру, так они назвали свой материал. Духовное управление мусульман решило форсировать официальную реакцию мэрии Уфы на свой первый девелоперский проект, известный как квартал Муслим-Сити возле
мечети Ар-Рахим. Дело в том, что мэрия в течение года не принимает постановление о проекте, и, хотя уже состоялись публичные слушания, и вмешалась прокуратура сейчас. Но вопрос наш даже не по конкретно этому эпизоду, этой длинной истории, а вопрос наш более, так сказать, широкий. Считаете ли вы, правильно ли я сейчас формулирую, Руслан, поправьте меня или нет, считаете ли вы, что власти должны вмешаться в ситуацию вокруг мечети Ар-Рахим и в кратчайшие сроки закончить объект, так как он очень важен вообще прежде всего с точки зрения имиджа, он на въезде в город в конце концов? Или нет? В общем-то, пусть все идет своим чередом, пусть там через суды, через прокуратуру в итоге к чему-то придут и уже там достроят, я не знаю, или там или год, снесут. 2-3 пройдет, и неважно, да? 262 72 48. У нас получится объявить голосование? Давайте я пока... Голосование. Процесс пошел. А вы считаете, что власти должны вмешаться и в кратчайшие сроки закончить строительство мечети Ар-Рахим для того, чтобы, в общем, это не было позорным пятном на карте города? 262 72 47, да, должны вмешаться, в общем, и помочь закончить строительство этого объекта. Или 262 72 48, нет, пусть все идет своим чередом, без вмешательства властей, пускай сами там разберутся и уже решат, будут они эту мечеть достраивать или не будут. Я вот, знаете, что хочу, Руслан, отметить? Мы всегда, когда формулируем таким образом голосование, говорим о властях как будто о некоем отдельном органе, у которого есть свои какие-то деньги, но это ведь не так, это же наши с вами деньги, и поэтому, соответственно, если мечеть будут достраивать, скинемся все мы на строительство этой мечети. В данном случае как раз-таки все хорошо и все правильно, потому что власти финансово здесь не участвуют, и наши деньги здесь ни при чем. Здесь нужна, скажем, больше политическая воля для того, чтобы прийти как третейский судья. Да, и со стороны... вы в этом смысле? Конечно, то есть нужно повлиять на участников этого процесса для того, чтобы они договорились между собой прежде всего, поскольку там с финансированием, по крайней мере, насколько я знаю, изначально все было нормально, благотворительный фонд «Урал» для этого, в общем-то, рассчитывал, да, и это был, самый главный, ключевой его проект, который, я думаю, что для фонда является, делом чести, я бы даже сказал, да, и чем дольше этот момент затягивается, тем хуже, даже не для фонда, да, который это реализовывал, и реализует, я уверен, а больше все-таки для имиджа республики и властей ее в частности. Это очень похоже на историю с Роснефтью и АФК-систему, когда Путин вмешался, по крайней мере, это выглядело так, он сказал, что встретился с Сечиным и с Евтушенковым, и после этого мы узнали, что Роснефть готова кредитовать АФК-систему для того, чтобы та смогла выплатить задолженность. Нам должен фонд «Урал» предложить кредит, думаю я, насколько понимаю, да, для того, чтобы они могли этот проект реализовать. Какие там финансовые потоки, в какую сторону должны пойти, это, наверное, нюансы. Тем более, что изначально, насколько я понимаю, все было решено, запланировано, и, в общем-то, возникли нюансы, да, то есть кто что будет строить в конечном итоге, там, чей будет отель, чей бизнес-центр и так далее, а будет ли он вообще. Но для людей, для населения республики всей, наверное, этот Муслим-Сити, он вообще вторичен, если не на 10-м месте, да. Важнее сама мечеть, которую люди ждали, в общем-то, к саммитам ШОС и БРИКС еще в 2013 году. Да, в 2015 году, точнее. Соответственно, надо этот вопрос решать и как можно быстрее. Можно превратить это в некий памятник долгому строительству и на магнитиках выпускать это изображение просто на открыточках. Я думаю, что это очень... Сомнительный, да, такой ход? Пиар-ход. 262 72 47. Вы считаете, что власти республики должны вмешаться в ситуацию со строительством мечети Ар-Рахим и уже, в общем-то, как-то сдвинуть ее с мертвой точки? 262 72 47, да, должны вмешаться. 262 72 48, нет, пусть все само собой разрешится. Но когда говорят, что должны вмешаться, по сути, это спор двух субъектов, у которых есть свои юридические, финансовые отношения, и каким образом власти тут могут вмешаться, не нарушив законодательство. Когда речь касается какого-нибудь бизнес-центра, или, не знаю, гаража или даже жилого дома, наверное, как-то действительно можно дать на
откуп субъектам хозяйствующим. Но здесь имиджевый чистой воды объект, крупнейший не только в Уфе, но и там, я не знаю, наверное, чуть ли не там наполовину России, да, проект, который, ну, наверное, станет одним из символов города, да, который будет на всех открытках печататься, который будет на магнитиках производиться, ну, то есть вот как бы лицо. А если лицо находится в таком, ну, полуготовом состоянии, это только анти-имиджевый момент, да, то есть это только портит нашу картину. Нам надо подводить итоги голосования, хотя оно довольно активное. Нажала я на стоп. В принципе, у нас оба результата шли сначала вплотную, но сейчас немного поменялись. 41% наших радиослушателей считают, что власти должны вмешаться и помочь, в общем-то, этой ситуации как-то сдвинуться с мертвой точки. И 59% за то, чтобы все разрешилось само собой. Посмотрим. Будем наблюдать, как говорит Алексей Венедиктов. Сегодня утренний разворот провели Руслан Валиев. Дарья Кучеренко. Никита Полянин был за звукорежиссерским пультом. Всем спасибо. Пока. Удачи. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.